теперь можем начать урок. Сегодня тема сегодняшнего урока – игра для гулливеров. И грамматическая тема у нас – дефис в наречиях. Обратите внимание, после приставок «о», «в», «во», если в слове есть суффиксы «ому», «ему», «их», «и», пишется дефис перед суффиксами «то», «либо», «нибудь», и в сложных наречиях по-осеннему, по-зайчи, во-первых, в-пятых, когда-нибудь еле-еле у нас пишется наречие. Сложное наречие образуется соединением первого компонента полу с наречием или причастием полулежа, полушутя. Здесь у нас дефиса не пишется. И сложное наречие образуется также повторением слов или основ, чуть-чуть, тихо-тихо, далеко-далеко. Здесь мы употребляем дефис. Понятна сегодняшняя тема? А теперь давайте перейдем к нашей теме «Игра для гулливеров». Кто такой гулливер? Давайте сначала узнаем. Аллахсуган, кто он такой? Высокий, высокий. Бексултан? Большой. Большой. Тавзат? Огромный. Огромный. Ал-Айн? Великан. Великан. Ага. А куда? Толстый. Толстый, огромный, большой. Теперь давайте угадаем, в какой игре нужны вот такие игроки. Большие, высокие, огромные. Ербол, как называется эта игра? Баскетбол. Баскетбол. В игре баскетбол нужны очень высокие игроки. Давайте узнаем, как появилась эта игра у нас. У нас есть история появления этой игры. Аллах, куда читай. Начало. Как-то зимой студенты увидели странную картину. Преподаватель в один из больших комнат школы повесил на противоположные стены по сломенной корзине под персиков и бросал их на обыкновенный футбольный мяч. Очень хорошо, садись. Однажды студенты увидели, как преподаватель в одной комнате повесил корзину и стал туда бросать футбольный мяч. Дальше, Ахсунлак, читай продолжение. Попадал он очень редко, а когда наконец мяч оказался в корзине, Джеймс неимственно крутил свои пышные усы. Медленно шел к стене, представляя силку, доставая мяч, чертил полулежа, мелом на полу какие-то линии. Стирал, снова чертил, потом опять задумчиво ходил с мячем по комнате. Садись. Он сначала стал бросать, иногда попадал, и после этого гордился собой и чертил какие черты. О какой игре здесь идет? Ну-ка, все вместе. Какая игра здесь? Баскетбол. Это игра баскетбол. Сравнением с теперешним баскетболом есть большая разница. Мы прочитали текст. Теперь практическая часть. Выполним задание к тексту. Выпишите из текста выделенные наречия, объясните их значение и обратите внимание на их написание. Записываем сегодняшнее число, классная работа и задание номер 1. Ал-Айн. Медленно. Здесь наречие, сложное наречие, медленно. Каким способом образовано? Как образовалось вот это наречие? Каким способом? Сложное наречие образуется с делением первого компонента полу с наречием или Далеко двигать. Медленно наречие. Как образовано? Каким способом?
причастен. А между этими словами есть дефис? Пишется дефис? Нет. Очень хорошо, молодец. Две команды очень хорошо отвечали. Вот капитаном команды. Второе задание. Составьте ассоциативный вкус к слову баскетбол. Как вы представляете, вот когда вы говорите слово баскетбол, какие ассоциации у вас появляются? Маркер есть, да? Записываем. Посередине пишем баскетбол. Какие ассоциации у вас появляются, когда вы говорите об этой игре баскетбол? Вот основной ручками делаете, чтобы ускорить. Ко мне Вентура или Джазавет. Рюмочками баскетбол делаете. Чем хотите, записывайте. Баскетбол. Молодцы. Команда фанаты закончили. Ал-Кавсар, Айнур, идемте к доске. Айнур. Баскетбол, вот игры. Какие ассоциации? Игры, игрок, поле, корзинка, мяч. Это баскетбольный, Ассоциации? игра. Игра. Очень хорошо. Молодцы, садитесь. Дальше. Наши мужчины идут отвечать. Какие ассоциации у нас? Баскетбол, Ага. мяч, игроки, спорт, корзина. Тоже 4. Очень хорошо. У нас должно быть слово еще поле. Вот, очень хорошо. Ответили. Теперь лингвистический турнир. Вам отвечает на вопросы. Цель этой игры забросить мяч в корзину. Блойных мақсаты. Корзина доктора. Как называется это? Молодцы. Тот, кто судит спортивные игры. Нет. Кто судит спорттық ойындарды төрелік жасайтын. Как мы называем? Судья, молодец. Спортивное единоборство с применением шпаги, рапиры или сабли. Қылыш, пайдаланатын. Фехтование это. Дальше. Лыжная гонка со стрельбой из винтовки. Как называется? На лыжах еще винтовкой стрелять. Биатлон. Теннисная площадка. Как называется у нас? Нет. Теннисная площадка. Как называется? Корт называется. Дальше. Как называют судью боксера? Бокс стала судья. Не жюри. Не жюри. Рефери. Спортивный переходящий приз. Какой приз у нас? Кубок. Молодцы. Очень хорошо. Лишний фото. Видалите?